Назрань. Няна-Нясари. Город на юге России. Один из самых крупных городов Республики Ингушетия. До 2000 года был столицей. Население составляют ингуши, чеченцы и русские. Площадь города составляет 241 квадратный километр. На территории расположились две реки – Назранка и Сунжа. Неподалеку от города находится Алхачурский канал. Расположена главная магистраль федерального значения Кавказ-М29. Также пролегла Северокавказская железная дорога. В середине XIX века упоминается как аул Назрань. Город назван в честь первопоселенца Нясара, который упоминается в народных легендах. Датой основания населенного пункта Назрань принято считать 1781 год, когда офицер русской армии Штеттер, проводя картографические исследования Сунжского края, указал на карте сторожевой пост на реке Назранке. В официальных документах укрепленный населенный пункт Назрань впервые упоминается только в 1810 году, как Назранский редут, возведенный генералом Дель Поццо для прикрытия дороги из Моздока во Владикавказ. Для фортификационных работ были привлечены русские военные инженеры из Моздока. В 1893 году в Назрани был построен железнодорожный вокзал, а с 1894 года регулярное железнодорожное сообщение. С 1924 года Назрань становится центральным городом Назрановского района, который, в свою очередь, вошел в новое территориальное образование Ингушскую автономную область. На землях долины Назрани люди живут с глубокой древности. Первые поселения на этой территории относятся к 40-му тысячелетию до нашей эры. В тяжелые исторические периоды, когда территорию захватывали более сильные завоеватели, жители Назрановской долины уходили в горы, но при первой же возможности возвращались на родину. На территории Назрани расположено несколько десятков памятников истории и культуры. Это стоянки людей и мастерские каменного века, курганы и другие погребальные сооружения различных эпох, городища и поселения, валы и рвы. Мавзолей Борга-Кэш начала IX века, русская крепость начала XIX века, памятники, посвященные политическим, общественным и религиозным деятелям, мемориал жертвам политических репрессий. Официальной датой основания Назрани является 1781 год. В 1868 году учреждено первое в Ингушетии светское учебное заведение – Назрановская горская школа. Статус города был присвоен Назрани 16 октября 1967 года, а с 1995 года Назрань является самостоятельной территориальной единицей Республики Ингушетия. Нясари бастину бастасы бол, хозызы тихачы сосир давол, сайбезмада бити хугара бартити дарзышта духала даравол, сайбезмада бити хугара бартити дарзышта духала даравол. Гена валра вогвусу, вогватсалра вогвусу, сина чаделгица кейзиza дахица вогвусу, сина чаделгица кейзиza дахица вогвусу. Estăjde кейзиza кей, нясарихуна сдогдалусей, حاسد قيقل ده حائل ديقل ده داخل ده وي حاسد قيقل ده حائل ديقل ده داخل ده وي حاسد قيقل ده حائل ديقل ده داخل ده وي حاسد قيقل ده حائل ديقل ده داخل ده وي
В советские времена в городе работали всего 2 крупных предприятия, но они славились своей продукцией далеко за пределами региона и даже Советского Союза. Завод «Электроинструмент» имени Охриева был введен в эксплуатацию в 1962 году. Он экспортировал свою продукцию в 33 страны мира – Венгрию, Францию, Финляндию и другие. Вторым крупным предприятием, построенным в городе, стала трикотажная фабрика. Благодаря работе этих 2 предприятий Назрань получил статус города. Тогда же здесь были построены первые многоэтажные дома. Ну, о заводе Болгуовичхана, это было в 1975 году. Мальсагов Арсамак Арсамакович был здесь директором. Ну, в то время, конечно, завод был как завод. Здесь был очень большой коллектив, который работал стабильно, выполнял стабильно производственные планы. Люди работали на совесть, были хорошие специалисты, которые могли, чтобы этот завод работал, чтобы этот завод имел славу работать. Я пришел на завод в 1964 году после службы в армии. Когда мы пришли на завод, здесь сформировали группу из 10 человек, которых направили на обучение на Ростовский завод. Тоже электроинструмент там был. В течение полугода мы там обучались разным специальностям. Я учился на слесаря-лекальщика. Мои товарищи учились токарями, слесарями-инструментальщиками, фрезеровщиками. И через полгода учебы мы вернулись на завод. Завод начал давать продукцию, и мы влились в этот коллектив. Опыта, конечно, у нас большого не было, но благодаря тому, что с нами рядом были более опытные ребята, которые раньше нас обучались, мы тоже влились в коллектив и начали работу свою производить.
Завод легких сплавов ВИЛС в феврале 2000 года было организовано на базе Назрановского завода «Электроинструмент», который был введен в строй в 1962 году. На заводе работало в среднем 1700 человек, работали в 3 смены, выпускалось в среднем порядка 660 тысяч штук электроинструмента, 14 наименований изделий, в том числе строительно-отделочные машины, окрасочные агрегаты и ручной инструмент, настольные заточные станки, электросверлильные машины 3 типов с комплектами насадок. Продукция поставлялась в 33 страны мира. Выпускаемая продукция в основном поставлялась в торговую сеть. В среднем в год в магазинах реализовывалось нашего производства электроинструмент порядка 380-400 тысяч штук. Это большое количество потребителей, частные потребители в основном. Остальная продукция, строительно-отделочные машины, электроинструмент шла для промышленных предприятий. Использовался выпускаемый нами электроинструмент во всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, машиностроении, быту и особенно ручной электроинструмент. Он оказался нужным в период становления, в период развития последних годов в России капитализма. Поскольку речь зашла о заводе «Электроинструмент», мне тоже есть кое-что рассказать по этому поводу, потому что мне получилось в 1966 году, после окончания первой школы в городе Назрань, после неудавшейся попытки поступить в высшее учебное заведение, наверное, я и другие начали искать, где себя занять. И первое, что пришло в голову, это пойти работать на завод «Электроинструмент», поскольку мы уже по рассказам старших знали, что такой хороший коллектив, интересный коллектив, работа интересная. И я не успел зайти на территорию завода, когда меня встретил, потом я узнал, кто он, Евловий Сулымбек, Мулла Сулымбек, а он был начальник центральной заводской лаборатории. И первый вопрос, который мне был задан на подступах к проходной завода, умею ли я играть в футбол. Я сказал, что, я набрался, видимо, наглости и сказал, что я умею играть. И я моментально был взят за руку, меня завели в отдел кадра этого завода, он как раз на проходной находился, этот отдел. И меня тут же приняли на работу в центральную заводскую лабораторию. Сулымбек был в это время начальник центральной заводской лаборатории, поскольку у него уже было техническое образование, он политехнический институт закончил, по-моему, Новочеркасский. И сразу мы пошли на футбольное поле, где шли соревнования между цехами. В бытность Мальсагова Арсамака Арсамаковича, директором завода, спорту уделялось очень большое внимание, поскольку он сам был молод, сам любил спорт и решил это привить остальным работникам завода. Вот таким образом я оказался в этом коллективе завода. Там был цех, который испытывал дрели на качество и был зачислен электрослесарем. Наверное, все жители нашей республики хорошо знают, что такое завод «Электроинструмент» имени Гафура Ахлиева. Что дал этот завод ингушам, что дал этот завод городу Назрань. Практически город Назрань стал как город благодаря коллективу этого завода. На этом заводе работали более 1500-1600 человек. Это был кузница кадров ингушского народа. Я попал в этот завод, и это было мое счастье, что я сумел работать в этом коллективе.
и работал в этом коллективе начальником цеха, секретарем партийного бюро, председателем профсоюзного комитета. Пригласил меня на эту работу бывший директор завода «Электроинструмент» имени Гапура Ахриева Мальсагов Арсамак Арсамакович. Ну, я думаю, что мы сможем к нему попасть, встретиться с Арсамаком, и он подробно, наверное, расскажет об этом коллективе, об этом заводе. Я считаю, что это было самое счастливое время в моей жизни, где я попал в этот коллектив. Это многочисленный коллектив, который производил продукцию, которую мы отправляли в 33 страны мира. Это электроинструмент. Этот электроинструмент по сегодняшний день по своему качеству имеют многие граждане нашего города и нашего народа и за пределы нашей республики. Но сегодня, к сожалению, завод «Электроинструмент», само здание существует, сама эта площадь существует. И, наверное, бывшее наше руководство нашей республики, наверное, просто не понимали, что этот завод, его надо использовать. Нужно поставить завод таким, каким он должен был быть. Но такого не случилось. Может быть, в силу того, что руководство очень много сделали для этого народа, для ингушского народа, очень много построили, очень много было сделано и хорошего. Но этот завод, который находится на 10 гектарах, он сегодня пустует. И надо бы использовать, не строить новые объекты, а использовать вот такие, как завод, как трикотажная фабрика. Это было бы хорошо. В этом заводе работали ингуши, специалисты высокого качества. Высокие специалисты. Ну, назвать можно таких: Ахмед Катиев, Сагов Закре, Сагов Якуб. Ну, многие. Таких много можно их назвать. Я считаю, что это было мое счастье, что я имел возможность общаться с этими людьми, бывать вместе с ними и делить и хорошее, и плохое совместно с этими людьми. Это было мое счастье. Алло, Марья Григорьевна, так вот, что у нас делается сейчас? Всего нужно для того, чтобы весь завод был бы в костюмах, так? Нужно 84 мужских костюма, 23 джинсовых костюма нужно. Теперь, косынок здесь у нас 227 и беретов 209. Сейчас уже летний период начинается. Нет, я переживал. Даже не приходили. Это же, знаете, вы же меня учили хорошо. Ну, конечно, я тебя учил. Нет, вы Это меня был учили. повтор. Это Кто был- учил кого? Самак, это был самый такой удачный, красивый мое время, что я работал с вами. Не. Арсамак. Это подожди, брось это. Нет, я не Ты подлизываюсь. прав в одном. Это было замечательное время, в моем представлении. И там были замечательные люди. Вот. Это просто безусловно. золотые люди, неподражаемые. Вот сейчас вот, ты моложе меня, да? Конечно. Я 87 лет. Да, ну мне уже 34 года. Да, это подумаешь, там 10 лет какие-то. Я окончил институт. Были совнархозы. Когда я пришел в совнархоз, как молодой специалист, во-первых, национальный кадр, тогда они ценились больше, чем сейчас. Они мне сказали, что у нас будут строиться, есть постановление правительства о создании ряда предприятий в Чечено-Ингушетии в то время. И мы хотели бы иметь там людей с будущим. Поэтому на вас остановили выбор.
вы должны дать согласие. Даже если вы не согласитесь, мы будем через ваших родственников уговаривать, чтобы вы согласились. И они меня привезли вот там место, где прокуратура находится. Так? Внизу было поле, это был март месяц. Поле было все в снегу. И из снега торчали кочерышки от свеклы, не свеклы, а от кукурузы. И вот говорят, вот здесь вот надо будет построить завод. Вот так вот получилось, что я вынужден был давать задание проектному институту для проектирования этого завода. Ну, если говорить о коллективе, то коллектив там был какой-то дружный, слаженный, спокойный. Вот. И самое такое сложное время было, когда партийные же органы контролировали все. Люди хотели работать, и хорошо работали. Вот. А это было начало.